столицу республики с рабочим визитом прибыл вице-премьер страны, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. С его участием сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам развития инвестпроектов в Якутии и создания территорий опережающего развития. Репортаж Александры Охлопковой. Правительство России не намерено отказываться от планов по устойчивому экономическому развитию Дальнего Востока в этом году. Всего по региону предлагают 39 инвестпроекта на общую сумму 50 миллиардов рублей. На сегодня одобрили 6 инвестпроектов, в том числе по созданию горнообогатительного комбината Инаглинский и комплексному развитию угледобычи в Якутии. Здесь даже не стоит объяснять, насколько важно создание новых предприятий, тем более в республике Саха-Якутия, которая обладает достаточно жесткими условиями с точки зрения природы, климата, поэтому создавать здесь условия для работы людей, это значит создавать условия для пополнения бюджета, для решения социальных задач, в общем, для развития республики в целом. Кроме инвестпроектов, на совещании обсудили вопросы и по реализации ТСРов. Якутия лоббирует 2 проекта. Это газохимический комбинат «Заречье» и «Базальт. Новые технологии». Полпред отметил, что эти площадки будут неким микрорайоном с социальными и жилищными объектами. У нас будет площадка, причем площадка выверенная с точки зрения инфраструктуры, местоположения, на которую могут прийти другие инвесторы и создать новые предприятия. То есть это просто с точки зрения длительного эффекта более выгодная история. Ну а с точки зрения того, что поддержим, я надеюсь, что мы поддержим и тот, и другой проект. Мы сегодня задерживаемся с принятием решения о создании территории опережающего развития здесь, в республике, не потому, что мы к этому не готовы, а потому что проекты надо довести до конца. На совещании также затронули вопросы сезонных работ в Якутии, которые, несомненно, влияют, по словам Трутнева, на стабильный бюджет республики. Вице-премьер поручил обратить внимание и на весенние полевые работы и доставку грузов в северные районы. С учетом сложностей кредитования завоза, увеличения процентных ставок, мы конкретно обратились для того, чтобы поддержать с участием и федерального бюджета. Хотя мы свои возможности будем максимально использовать, но при этом силы возможностей не хватает. А что касается весенне-полевых работ, то здесь затраты будут намного меньше, потому что объемы у нас не так уж большие, поэтому в основном мы справимся своими силами. Отметим, что до конца 2017 года может быть создано 5 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Все 4 долгосрочных проекта уже скоро повлияют на экономику республики. Якутские проекты одновременно позволят создать более 15 тысяч рабочих мест. А до 2025 года бюджет республики может пополниться на 106 миллиардов рублей. А насколько будут эффективны новые промышленные площадки, покажет время. Сегодня все работы сделаны, инвесторы найдены, направления обозначены. Александра Охлопкова, Дмитрий Сергучев, Вадим Ганкевич, НВК Саха, Якутск.